С начала 2024 года Россети Северно-Кавказ-Ингушэнерго взыскали в судебном порядке более 402 миллионов рублей за потребленную электроэнергию. Это на 140% больше, чем в аналогичный период прошлого года. Как отметил глава Ингушетии Махмуд Али Калиматов в своем телеграм-канале, важно, чтобы все жители республики ответственно подходили к оплате за потребленные ресурсы. Это не только вопрос финансовой дисциплины, но и вопрос обеспечения стабильной работы всех коммунальных служб. Компания АСМ Групп провела противоаварийные работы на территории башенного комплекса Цори по сохранению уникального объекта культурного наследия – мечети. Ранее специалистами компании был разработан проект мероприятий, направленных на защиту каменной мечети от дальнейших разрушений. Приблизительное время постройки архитектурного комплекса Цори – 15-16 века. На тот момент это была хорошо укрепленная крепость. В Назране завершен ремонт сразу двух улиц – Могушкова и Шаймиева. В рамках нацпроекта «Безопасные и качественные дороги» здесь обновили асфальтобетонное покрытие, установили бордюры, благоустроили тротуары. В этом году в городе отремонтируют еще 7 улиц. Банки будут обязаны возмещать средства, если они допустят перевод на счета из черного списка Центрального банка России, не проинформируют клиента о подозрительной операции или не заблокируют карту сразу после получения заявления об ее утере. Кроме того, финансовые учреждения должны будут перекрывать мошенникам доступ к дистанционному обслуживанию. В случае перевода денег клиента банка на счета дроперов, если банк пропустит эту транзакцию, он будет обязан компенсировать клиенту полную сумму денежного перевода в течение 30 дней, пояснила эксперт Мери Валишвили, доцент кафедры государственных и муниципальных финансов РЭУ имени Плеханова. Законопроект о запрете продавать энергетические напитки несовершеннолетним принят Госдумой в первом чтении. Об этом в своем телеграм-канале сообщил председатель Нижней палаты парламента Вячеслав Володин. По словам спикера Госдумы, ввести ограничительные меры просят родители и педагоги, а вред таких напитков неоднократно доказывали врачи. Если закон будет принят, то он вступит в силу с 1 сентября текущего года, отметил Вячеслав Володин. С 1 июля некоторые пенсионеры получат доплаты к ежемесячным выплатам. Так, гражданам, которым исполнилось 80 лет, повысят фиксированную сумму на 100%, что составит больше 8 тысяч рублей. Также доплату 8134 рубля 88 копеек получат россияне, оформившие в июне первую группу инвалидности. Изменения коснутся и граждан, уволившихся с работы в июне. Им пересчитают пенсию как неработающим. Также текущим летом будут по-новому учитывать семейный доход и дополнительные выплаты. Также из расчета для назначения пособий исключат выплаты, предусмотренные семьям со статусом «мать-героиня» или награжденным орденом «Родительская слава». Также с 1 июля банки не смогут брать комиссию за оплату жилищно-коммунальных услуг от социально уязвимых граждан. Кабинет министров увеличил прожиточный минимум на 2025 год. На душу населения он составит 17 733 рубля. Для трудоспособного населения 19 329 рублей, для детей 17 201 рубль, для пенсионеров 15 250 рублей. Прожиточный минимум используется для оценки нуждаемости граждан при предоставлении таких мер господдержки, как, например, социальный контракт и ежемесячное пособие в связи с рождением и воспитанием ребенка, уточнили в Кабмине. Средняя наценка на социально значимые продукты в России за первые 3 месяца года с января по март снизилась примерно на 6,11%. Такой показатель был зарегистрирован благодаря тому, что магазины сдерживали рост цен для этой категории товаров. Такое заявление сделала член Совета Федерации Ольга Епифанова. Также она сообщила, что во втором полугодии ожидается снижение цен на социально значимые продукты. По словам сенатора, в настоящее время Госдума рассматривает законопроект, который предусматривает введение пороговых наценок на социально значимые продовольственные товары в размере 10%.